Историческое название нынешнего Карабаха, так скажем, это Арцах. А Карабах название стало, когда владычество Uzun Хасана и Koyunlu Karakoyunlu devletin yaranmasından sonra, если хочешь, я тебе на азербайджанском буду говорить, o vaxt yaranıb Karabağ adlı. Это Знаю. тоже В от 1410 двух... году был Карагойлат, в 1467 году было Вот, государство Karakoyunlu Узун Koyunlu Хасан. devletinden sonra o ərazilərin adı Qarabağ adlanıb. Çünki Karakoyunlu devletin bayrağının rəmzi qoyunun şəkli idi. Да. Ağ Koyunlu devletin bayrağı. Давайте на русском, пожалуйста. Хорошо, сейчас я переведу на Да. русском. Это Кабильская формирование, империя была. название, 1501. сейчас секундочку, Илья, я закончу. Название Нагорный Карабах стало, как скажем, во время владычества Узуна Хасана. Вот до этого она везде в исторических контекстах называлась Арцах, не было слова названия Карабах. Просто насчет еще один момент я вам подчеркну. Насчет названия Азербайджан или это Азербайджан, это находится в иранском провинции. К нынешнему Азербайджану она никакого отношения не имеет. Когда мы говорим о исторических контекстах народов, которые живут здесь, я вам скажу, во время Кавказской Албании до нашей эры, в 323 году, когда они воевали против персидского владычества, были два племенных союза, Леки и Айки. Леки нынешние лезгины, по сути, я вам так скажу, а Айки нынешние армяне. И почему-то во всех исторических контекстах указано, так скажем, армяне, по сути, так скажем, не было указано название азербайджанцев. Скажите мне, пожалуйста, Илья, я все закончил. Спасибо.